мире не осталось хозяек, которые не пользовались бы губками для посуды. Это универсальное чистящее приспособление впервые появилось в 1954 году. Сегодня мы с вами поговорим именно о губках для посуды и узнаем, какая из них самая страшная. Как вы думаете, какой предмет самый грязный в вашем доме? Не унитаз и даже не коврик у двери. Самым грязным предметом в доме специалисты считают губку для посуды, именно поролоновую. Вот она у меня в руках, использованная губка. В ней 50 миллиардов бактерий. Представьте себе. Поролоновая губка страшна тем, что она недолговечна и не перерабатывается. По рекомендациям специалистов ее нужно менять хотя бы раз в неделю. И представьте себе, сколько губок использует ваша семья в год, сколько губок использует ваш дом в год, а сколько использует весь город. Поролоновые губки миллионами попадают на полигоны и гниют там, отравляя воздух и почву, более 200 лет. И специально для вас я сделала контрольную закупку. Я вам предложу альтернативу поролоновым губкам. Первый вариант – целлюлозная губка. Внешне похожа на поролоновую, продается в супермаркетах, и в ее составе целлюлозное волокно, получаемое из древесины. Губка из целлюлозы подлежит компостированию. Вот они такие, мягкие, очень удобные. Второй вариант – силиконовая губка. Она, правда, не перерабатывается, но прослужит больше года. Ее не нужно менять каждую неделю. На ней не задерживаются остатки еды и бактерии. Легко промывается водой и сушится. Это не только безопасно, но и экономично. Если в среднем мы на поролоновые губки тратим 2000 рублей в год, то силиконовая прослужит больше года и стоит всего 60 рублей. Смотрите, я вам покажу вот такую губку. Губка называется люфа. Она изготовлена из одноименного растения. Губка из люфы прекрасно пенится и очищает. Она пригодится вам и в качестве губки для посуды, и мочалки для тела. Главный плюс вот этой вот губки – подлежит компостированию. А сейчас я вам покажу самый дешевый и доступный вариант. Губка, изготовленная из джута. Джут – натуральное текстильное волокно, стоит недорого, можно связать своими руками. Губка служит очень долго и хорошо очищает. Главный плюс этой губки – она полностью разлагается в земле. Откажитесь от поролоновых губок. Выбирайте губки, которые подлежат компостированию, разлагаются в земле, долго служат и подлежат переработке. Мы с вами вместе совершили контрольную закупку. Я в течение 2 месяцев буду пользоваться активно этими губками и расскажу вам, какая из них лучше.